стенах Алданской межпоселенческой библиотеки имени Некрасова калейдоскоп интересных и увлекательных событий не останавливается. Лишь недавно стихли волнения в рядах знатоков русского языка, которые в очередной раз проверили грамотность в тотальном диктанте. Тем временем набирает обороты подготовка к Библионочи. В этом году наполненный самыми невероятными чудесами праздник пройдет под девизом «Единство народов – сила России». Приглашаем всех, не пропустите, пожалуйста, это мероприятие. Алданцы его любят, и у нас здесь очень много будет интересных, как всегда, площадок, мастер-классы, квесты, викторины, концерты, дискотека. И все это будет посвящено, конечно же, культуре и единству народов нашей страны. 2026 несомненно запомнится как сотрудникам библиотеки, так и читателям. Наступивший год объявлен Годом единства народов в России и Годом культуры в Якутии. Задач перед коллективом библиотеки масса, и курс на масштабные свершения взят. Год единства и культуры мы уже открыли циклом медиалекций, посвященных творчеству писателей разных народов России. В библиотеке села Хатыстыр открылся центр детского чтения на эвенкийском языке. У нас в планах, кстати, сейчас открытие эвенкийского клуба на базе нашей библиотеки. Потому что коренное население все-таки Алданского района – это эвенки. Ольга Лазарева является заведующей методико-библиографическим отделом районной библиотеки имени Некрасова. В эту должность Ольга Анатольевна заступила 2 года назад. Всего же библиотечному делу она отдала более 30 лет. О том, что свяжет профессию с культурно-информационной сферой, наша собеседница знала со школьной скамьи. Когда меня в выпускном классе спросили, где я хочу работать, я без колебаний ответила: в библиотеке. То есть в нашей семье обожали книги, мама собирала домашнюю библиотеку, уписывала огромное количество газет и журналов, которые не помещались в наш почтовый ящик. К нам приходили за книгами соседи, поэтому книга была для меня все с самого детства. Читали много, гонялись за новыми книгами, собирались за кухонным столом, чтобы их обсудить. И в то время действительно книга была лучшим подарком и дефицитным товаром, да? С малых лет, понимая ценность и великую силу книги, Ольга Анатольевна выбрала профессию библиотекаря. При этом она и сегодня продолжает собирать личную библиотеку. Домашние книжные полки литературными богатствами пополняют и близкие нашей собеседницы. Дома есть библиотека, покупает теперь уже книги туда и сын, поэтому все есть. Окончив школу, юная Ольга приступила к работе в районной библиотеке имени Некрасова, в которой еще совсем недавно была одним из самых активных и увлеченных читателей. Тогда очень атмосферное деревянное здание было со скрипящими полами, с такой крутой лестницей на 2-й этаж. Читальный зал был всегда полон. И единственное, наверное, на то время источник информации — это была 30-томная большая советская энциклопедия, которой пользовались все буквально, и студенты, и ученики, и взрослые. Классические произведения, исторические книги, энциклопедии, приключенческая литература. В фондах читальни новенькая библиотекарь научилась ориентироваться легко. Ведение каталогов и картотеки также не вызвало особых сложностей. Быстро Ольга изучила и предпочтения различных категорий читателей. На 1-м этаже это были книжные полки в потолок, где стояли пыльные тома Маркса, Энгельса, Ленина. Да? Но, конечно же, книги приключенческие, детективные не задерживались в библиотеке. В то время были очень популярны произведения Александра Дюма. И застать книги его в библиотеке было невозможно, потому что на каждую книгу стояла просто очередь. Чуть позднее Ольга Анатольевна была переведена библиотекарем в городскую детскую библиотеку. Ее читатели давно повзрослели, однако не забыли яркие и познавательные спектакли, проходившие в просторном зале. В целях формирования у подрастающего поколения интереса к чтению Ольга Анатольевна и ее коллеги на постоянной основе готовили для юных алданцев веселые викторины, театрализованные представления и литературные праздники. В
впервые тогда начали проводить театрализованные посвящения в читателей, первоклассников. Это было здорово, замечательно. Чуть позже Ольга Анатольевна стала проводником в волшебный мир литературы для воспитанников детского дома. Бывшие выпускники и сейчас помнят те книги, с которыми их, тогда еще дошколят и школьников, знакомила библиотекарь. С ребятами были у меня замечательные отношения. Мы учились понять, полюбить книгу через, конечно же, игру. И я вот помню, что у нас были каждый год замечательные весенние праздники литературные. Это вот неделя детской книги. Мастерили они своими руками книжки-малышки. И до сих пор с ребятами, с которыми я тогда работала, я поддерживаю дружеские, теплые отношения. В 2014 году Ольга Анатольевна вернулась в районную библиотеку имени Некрасова. Конечно, взрослая аудитория требовала совершенно иных подходов. Часть задач нашей собеседницы составляла исследовательская деятельность в краеведческом направлении. Вновь осваивать пришлось многое, однако работа оказалась интересной. Каждый год это интересные проекты, интересные встречи, новые литературные имена. В 2024 году Ольга Анатольевна заступила в должность заведующей методико-библиографическим отделом. Координация работы библиотек района и анализ их деятельности, обучение сотрудников, ведение сайта, выполнение культурных и просветительских проектов, профессиональных задач на новой стезе оказалось немало. Очень сложно с культурно-просветительской работы перестроиться на методическую работу, потому что методист – это аналитик, это прогнозист, это внедрение в работу инновационных форм, это обучение персонала, это координация работы всех библиотек, цифры, законы и, конечно, сложно. Между тем, в нюансы методической работы Ольга Анатольевна вникла достаточно быстро. При этом она продолжает вести деятельность по различным направлениям. Завотделом принимает активное участие в реализации культурных проектов, проводит тематические мероприятия и организует творческие встречи с интересными людьми. Конечно, это специалист, высококлассный специалист, которого я как руководитель ценю. И естественно, что все какие-то проекты, такие значимые мероприятия интересные, да, будь то квесты, квизы или презентация книг, которые мы сегодня выпускаем, это все, конечно, Ольга Анатольевна. Алданская межпоселенческая библиотека имени Некрасова является постоянной площадкой проведения всевозможных просветительских акций. Количество алданцев, желающих проверить собственные знания в диктантах и тестах, не уменьшается. Эти акции популярны очень во всей стране, потому что это возможность собраться вместе, вспомнить. Особенно взрослые любят тотальный диктант, потому что это такое воспоминание о прошлом, о том, как они писали диктанты в школе. На исторический диктант у нас приходят семьями. Саха-диктант, диктант на языках коренных малочисленных народов Севера. Люди идут с удовольствием. Также Ольга Анатольевна является куратором литературного некоммерческого объединения «Вдохновение», действующего в стенах библиотеки имени Некрасова. Под сенью вдохновения местные поэты и писатели ищут через его величество слова ответы на самые разные вопросы. В настоящее время алданцы воплощают в жизнь несколько творческих идей совместно с авторами из города-побратима Докучаевска. Мы сейчас уже подошли к завершению межрегионального издательского проекта «Пусть любовь победит на земле». В этот сборник войдут произведения не только авторов Якутии, Алданского района, но еще авторов Донбасса, города Докучаевска и Донецка. И презентация намечена будет, наверное, через месяц уже пройдет презентация. Мы подружились с поэтами с Донбасса, наладили связи с библиотекой Докучаевска, дружим, общаемся, и это замечательно. Ключевое направление в деятельности коллектива библиотеки составляет цифровая трансформация. Внедрение информационных технологий проводится по всем векторам.
Библиотеку невозможно представить себе без внедрения современных технологий. Потому что искусственный интеллект сегодня помогает и каталогизаторам, помогает и библиографам в составлении библиографических пособий, помогает и в поиске нужной информации. Я хочу сказать, что у нас сегодня впереди всех библиотек российских идет именно Национальная библиотека нашей республики. И мы тоже пытаемся идти в ногу со временем. Мы вот закупили сейчас уже новую автоматизированную информационную систему библиотечную APAC Global, которая поможет нам внедрить в нашу работу искусственный интеллект, а также технологии, которые позволят нам автоматизировать книговыдачу, которые помогут нам автоматизировать регистрацию читателей, посещение и быстро-быстро очень находить, где находится книга в фонде. Работа уже началась в этом направлении. 2026 станет для коллектива библиотеки знаковым еще по одной причине. Старейшей и главной читальне района исполняется 90 лет. Подготовка к юбилею уже началась. Мы поменяли полностью брендбук нашей библиотеки, и вы можете видеть и на сайте, и в различных мессенджерах наш новый логотип. Мы уже сейчас начали работу в социальных сетях по освещению истории нашей библиотеки, начиная с 1936 года, когда она еще была у нас избой читальней. Словом, отдыхать и расслабляться коллективу Алданской Некрасовки некогда. Между тем, Ольга Анатольевна убеждена, черпать энтузиазм и готовность к новым свершениям вполне возможно и в рабочем процессе. Секрет пополнения ресурса прост, он заключается в любви к профессии и увлеченности выполняемым делом. Это, наверное, должно стать отношением к жизни. Я думаю, что уметь отдыхать нужно и на работе, получать удовольствие от нее и радовать людей. Безусловно, любимая работа дарит радость, удовлетворение и стремление к самосовершенствованию. Между тем, паузы, которые позволяют полностью расслабиться и перезагрузиться, необходимы. Для Ольги Анатольевны лучшим отдыхом становится время, проведенное на природе. Уйти в поля, где в небе журавли, и просто лечь в траву, раскинув руки, и, позабыв печали и разлуки, пить аромат родной своей земли и слушать пение цветов и шепот трав, и ветра пересвисты, и нежный лепет захмелевших листьев. Все принимать как музыку без слов.